Абонент не отвечает или временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. Военный комиссариат Нижнекамска. Телефоны указаны в интернете. Мы настойчиво звонили по разным номерам, как звонил бы любой желающий заключить контракт. Но на том конце провода тишина. На второй день нам все же удалось дозвониться по одному номеру. Добрый день, военкомат. Да. Я хотел бы проконсультироваться по поводу контрактной службы. По адресу ведь звоню. Так. Сейчас я вам номер дам. Ну, продиктуйте. Сейчас я вам скажу. 317. 44 04 31. Звоним по этому номеру. По второму номеру никто нам не отвечает. Перезваниваем на первый номер. И вот что нам сказали. Вы можете свой телефон продиктовать, вам комиссар позвонит. Хорошо, ждите, пожалуйста, сегодня в течение часа где-то позвонит, ладно? Может раньше, может позже, просто уж максимум говорю время, ладно? Буду ждать, хорошо. Ага, все, спасибо, до свидания. Но и через час, и через два нам так никто и не перезвонил. Мы ждали звонка до окончания рабочего времени военкомата до 17:00, но обратный звонок от военного комиссара так и не поступил. Военкомат Центрального и Автозаводского районов Набережных Челнов. Приемная военного комиссара. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел узнать по поводу контрактной службы, как можно заключить контракт у вас. Запишите, пожалуйста, номер. В приемной информацией не владеют, но дали сразу два номера. Первый якобы отдел заключения контракта, а вот второй — личный номер специалиста из военкомата Рыбно-Слободского района Татарстана. И еще есть номер в Рыбной Слободе. Там у них еще доплата будет 100 тысяч. А почему там доплата будет? Это к ним, пожалуйста. Вроде Челны и Рыбная Слобода даже не соседи, но почему-то на личных контактах тесно общаются. Когда начали звонить в якобы отдел по заключению контракта, номер оказался совсем не челнинским. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А это военкомат Челнов, да? Нет, это военкомат город Казань. Похоже, второй город республики завален обращениями будущих контрактников, что времени на новых нет, и щедро делится претендентами с другими районами. Это пока журналистские вопросы. Надеемся, ими заинтересуются другие ведомства.